Сионизм. Слово немецкое. Сионизмус. Это слово придумал не Герцель. Он был слишком туп, был австрийский журналист, в юности немецкий шовинист, его туда вторгнули. Тогда у него родилась новая идея решения еврейского вопроса в Европе. Европа, это, понятно, Европа западная. Надо, чтобы все евреи организованно приняли христианство. Инициатором должен быть Папа Римский. Но не такое христианство, которое молится, постится, там, брак один на всю жизнь, как у католиков, да, так сказать. А что, когда в мире столько женщин, как один брак вообще. И зачем вообще брак? Брак от слова брак, хорошее дело браком не назовут. Как сострил один, кстати, из известных ученых, знаменитых ученых советских, еврейского происхождения. Вот. Он сказал, хорошее дело браком не назовут. Было много обвинений, шпионажа тех других. Но с ним ничего не сделали, но среди прочего, там, поскольку он работал в Германии, ему там тоже закинули какие-то, известно, значит, его афоризм 30-х годов. Как вы можете говорить, что я работаю на Германию? Немцы же говорят, что евреям не надо с арийскими девушками иметь, они же расисты иметь отношения. А я вот только арийских девушек предпочитаю. Почему я упомянул? Мы сейчас услышим как раз сионизм, но в Советском Союзе сионизма не было, но есть такой мужик. Служи людям, ученый, хорошо, как бы, вот, но нельзя сделать целое политическое движение на том, значит, что вот мы отвергаем иудаизм. Короче, идея, чтобы все приняли христианство. Фиктивно. Но начали считаться равноправными. Ну, просто тут был мужик. Он не понял, что немецкий шовинизм это самый чистый расизм. Что они смотрят на его знойно-южного юношу с ненавистью, но да, они готовы своих сограждан по Австрийской империи объявить не человеками славян. За австрийской короной такого не водилось, за католиками такого не водилось. Вот, значит, и всякое такое. Он был туп, он считал, вот просто не полностью слились документально, чтобы все приняли христианство. И писал послание Папе Римскому на эту тему. Ну, там, наверное, весело посмеялись. Вообще была плеяда еврейского происхождения психиатров, блестящих в Вене. Не знаменитый этот Фройд-похабник, который в личной жизни вообще даже был традиционным иудеем. Он просто прикалывался, значит, с немецких бюргеров закомплексованных и с ассимилированных, значит, уже дотла евреев, которые жили в Вене. На самом деле он был нормальный мужик. Это он просто здорово кормился. Есть некоторые свидетельства на эту тему, а был вот психиатр реально глубокий такой Эдмунд Берглер. Если произнести его имя сегодня в Западной Европе, это, значит, вот запрещенная экстремистская литература. Дело в том, что он исследовал гомосексуалистов, опубликовал подробнейшие личные исследования жизни 500 гомосексуалистов и великолепно там описал все как есть, как бы, и советская наука опиралась на его исследования в отношении этого дела. Короче, слово изобрел не Герцель. Слово изобрел тоже выходец из галицийских евреев, но в первом поколении ассимиляции, а не в нескольких, как, значит, было от рода Герцеля, который тоже зажегся идею создания, значит, и вот такой истаблишментизации еврейской нации. Его звали Носен Беренбойм, Натан Беренбауэр. И он изобрел этот термин. И в рамках распространения идей сионизма в самом начале он, значит, поездил по уже Восточной Европе, там, где жил реально иудейский народ, в местечках Галиции и в других местах. И он настолько был очарован этой духовной жизнью, в которой жили вот еще родители его родителей, что он вернулся полностью к иудейской религии. Он стал политическим антисионистом, отстаивал права иудейских общин против сионистских всяческих поползновений, домогательств и тому подобного. А его сын, сын этот дожил лет до 100, у него где-то
примерно 150 на момент смерти было его потомков, все ортодоксальные иудеи. В Израиле он не жил. Он стал лингвистом с мировым именем. Шломо Салама, как его называют в научном мире, потому что он публиковал по-немецки большую часть своих трудов, германист мирового масштаба и выдающийся исследователь, культуролог и еврейских языков, и истории иудейских общин, именно в области исторической филологии. В частности, значит, я был рад увидеть те фрагменты, которые немцы ощадливые выставляют в интернет, и там так выставлено, что один раз увидел единоразовый просмотр, или покупая книгу, издали в его память в Германии после его смерти. Это вот буквально было уже где-то лет 10-15 назад. 1000 страниц, сборник некоторых его произведений на все темы, не только германистика, в том числе и иудейские исследования. Вот. Что разница между диалектами идиш, она не имеет никакого отношения к разнице немецких диалектов, а оно как раз таки имеет отношение к разнице новоарамейских произношений древнееврейского языка, то есть различные традиционные новоарамейские произношения. Я пришел к этому выводу после десятилетия размышлений всяких самостоятельно, совершенно обоснованно, естественно, но изучив эти моменты. И вот я увидел это исследование. Почему, живя в Израиле 30 лет, я не слышал имя такого выдающегося ученого, как Соломон Герезов, мирового ученого, и в частности по иудаистике, да, по гебраистике. Потому что он был антисионист, и его имя вообще не произносится в израильском научном мире. Оно под запретом. И когда уже отсюда я написал одному человеку в Иерусалимском университете, говорю, значит, типа вот, а как вообще может быть, что я вот изучаю эти вопросы, нигде не натолкнулся? Он говорит, это имя у нас не произносят. Одним словом, он придумал слово сионизм, и он создал просто выдающуюся иудейскую семью, вернувшись к религии. А Герцелю слово понравилось. Надо сказать, что идея поселяться на Святой Земле, возделывать ее по закону Торы, она становилась популярной именно среди евреев традиционных в России и в Румынии. Где-то в 70-е, 80-е годы прошлого века. Естественно, в головах их вполне, так сказать, нормальных и, в общем-то, таких думающих о созидании мира не рождалась бредовая идея создания, значит, национального государства, где, значит, войска, полиция, коррумпированные чиновники, бандиты, уголовники, проститутки, все будут, значит, еврейского этнического происхождения, и в этом и есть благодать. Они начали поселяться на Святой Земле, создавать сельскохозяйственные поселения. Надо сказать, что самое первое было создано выходцами даже и из самых-самых, значит, вот евреев Иерусалима, где никогда их присутствие не прекращалось, ортодоксальных, ну смешно говорить ортодоксальных, других не было, значит, иудеев Иерусалима. Со времен Салах-ад-Дина непрерывное присутствие. И они купили земли, создали там Петах-Тиква, как бы слова из пророков, врата надежды, сельскохозяйственное поселение в районе прибрежной долины, семьи из Иерусалима. Официальная история, идеология сионизма очень интересна. Где-то она напоминает социально-советскую идеологию. Как мы знаем, значит, в духе советской официальной идеологии строилось не допускающее возражения, ну и поэтому, к сожалению, объективного взгляда на саму советскую историю и на весь позитив, который она несла и народам, составившим Советский Союз, и всему человечеству. А взгляд должен был быть только идеологическими мантрами. Вот некая такая прямая, непрерывное развитие. Рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, социализм, атеизм, дарвинизм — это очень хорошо. Не важно, дарвинизм был идеологией фактически английской буржуазии, да. И для лондонских рабочих, в тех самых положениях, которых описывал Энгельс в XIX веке, жуткое положение, для них организовывали власти лекции по дарвинизму.
Чтобы знали, что то, что ты работаешь 12 часов в жутких условиях, а твою жену трахает мастер, это так должно быть, потому что он мастер, а ты малпа. И вот сейчас мы тебе расскажем, как оно происходило. Вот. Но, кстати, кто любил что-то поизучать, эти книжки издавали в Советском Союзе. То, что я вам сейчас рассказал, это я узнал из советской книжки. Но оно не изучалось в школе в этом ракурсе. Одним словом, прямое поступательное движение, шаг вправо, шаг влево. Хрущебец сказал, что был культ личности Сталина, значит был культ личности. Никакого культа личности не было, да. Сталин был выдающейся личностью, но всюду есть какие-то прихлебалы. И это как раз те, кто разоблачали культ личности, те, кто старались стать прихлебалами. Кому-то удалось, кому-то нет. Тем больше отлудился. Вот. Были неизбежные пути становления великого государства ради народов, живущих в нем. Это, собственно, было противоречие теоретическое между Сталином, строившим государство, и троцкистами, или по книге должно быть так и так. Короче, с этой идеологической, значит, вот, парадигмой полностью по ней пишется сионистская историография. Вот венец пути иудейского народа. Очень интересно, что они в рамках истории, они пишут все, что содержится в Священном Писании. Подождите. Если вы идете от Спинозы, от Лейбница, они сказали, что там все полная хрень, этого ничего не было. Ни выхода из Египта, ни дарования Торы. Что вы себе приписываете? Одно из двух. Нет, они все доводят до эпохи, то, что называется аскала, просвещения, а дальше правильные евреи, они отбрасывают путы религии, они становятся националистами, сионистами, начинают строить сионистское движение, и, наконец, венец этого дела — создание государства Израиль. Все, что в тему, с этим хорошо, все, что не в тему, они кругом бяки. Так всюду преподается история сионизма. О том, что Герцль хотел всех обратить в фиктивных католиков, это можно уже только с всем других источников узнать, но не из специального израильского школьного учебника. Ну да, если это там появится, то опять-таки появится только в рамках продолжения проекта. А проект, возвращаемся, это плацдарм в мусульманском мире для западного империализма. Вот. Там уже сменилась парадигма еврейского этнического национализма, она в период так называемого постсионизма сменилась на другую. Об этом будем говорить в самом конце нашего рассказа. Приезд евреев на Святую Землю в конце XIX века, который ернически гнусно, в рамках подгоняния всей истории в свою гнусную парадигму. Но чем отличается парадигма советская от сионистской? Парадигма советская, она была, в принципе, равенство всех людей. Наоборот, там не было места для того, чтобы натравливать кого-то против кого-то. А выступления против религии были в рамках химеры общего прогресса. А по факту, как мы знаем, именно строитель советского государства, тот, кто его построил таким, как оно стало и заняло место в мире, Иосиф Сталин, Иосиф Виссарионович, он как раз таки развернулся лицом к религии. Причем, как я узнал на очень познавательной лекции в ходе рождественских чтений «Белых Захатов», мы про это делали несколько программ, да, тоже вроде. Разворот начался не ввиду войны, а разворот начался с 1939 года, когда были присоединены земли Западной Беларуси, Западной Украины. И там уже ни один храм не был тронут. Вот так. А сионистская парадигма — это парадигма национализма, и все, кто не сионисты, значит, вражда к ним. Они не говорят, что мы проповедуем вражду к народам, но ко всем, кто не сионисты. Соответственно, это ненависть к иудеям, сохраняющим верность, собственно, иудейскому народу историческому и закону Торы. И, естественно, ко всем, кто против сионистского проекта, его успешного, как думали, завершения и на самом деле, значит, кровавого продолжения, потому что не согласны с ним окружающие народы. Ну, ясно, их любить не за что, это понятно. И вот в эту парадигму загоняют еврейское присутствие на Святой Земле до появления политического сионизма. И вот тут товарищ Яков Рабкин при всей своей проницательности в изучении свинцовых мерзостей сионистского проекта
тут он просто попадает в просак. Потому что иудейское присутствие на Святой Земле до политического сионизма было исконным, оно было непрерывным, и оно начало расти померковно, ни у кого ничего не забирая и не отнимая, те годы, пока ассимилированные блудники с ближневосточной внешностью, которая очень нравилась девушкам, но очень не нравилась немецким импотентам и скрытым гомосексуалистам, и из-за этого они ощутили на себе всю силу их ненависти, да? Значит, вот, пока оно там созревало у них, началось померковный рост того самого иудейского, традиционного, религиозного населения на Святой Земле в конце XIX века. И это был никакой не колониализм. Это был коренной народ, к которому приезжали единоверцы, народ определяемой верой. И то, что турецкие власти разрешали приезжать подданным Румынии, подданным Российской империи, покупать землю, селиться там, это было ввиду того, что они были люди иудейской веры. Ну, конечно, русская православная миссия была тоже, да. Но это вопрос, если бы, скажем, православные так вот начали селиться совсем много. Как бы на это посмотрел султан. Но подданные Российской империи, которая была на терках с Турцией, но именно потому, что они иудеи были, те, кто приезжали в 80-е, 90-е годы 19 века, их пускали. Не было закона, что вот иудеи могут, в принципе, все люди могут всюду приезжать. Такой был принцип Османской империи. Из нее можно уезжать куда хочешь. В нее могут приезжать, селиться кто хочет. Ну, посмотрим, кто где и почему селится, да? Иудеи хотят жить на Святой Земле. Чудесно, можете в Стамбул поехать, кстати, там ваших единоверцев много. Хотите на Святую Землю, чудесно, деньги привозите, очень хорошо. Купить землю, землю обрабатывать, прекрасно. Это не был поселенческий колониализм. А политический сионизм потом отнял вот это иудейское население, которое жило, кроме самых стыдных. Они отняли детей у тех людей, которые там жили. Есть очень интересный туристический объект в Рошпине. Это одно из первых сельскохозяйственных поселений, основанных до сионизма и вне сионизма. Таких было несколько десятков. Хорошо, как вот они детей отнимали? А очень просто. Ты приходишь и рассказываешь всякое хорошее, чудесное. Ну, такое шло поветрие как бы. Склонили в сторону секуляризма. Там, где уже не было. Те первое поколение людей, приехавших, это были люди, верующие иудеи. Теперь, именно когда возбухал политический сионизм, мгновенно создал широкую организацию во всем мире. И понятно, что это было бы невозможно без помощи таких факторов, как вот тот Вильям Гетчер, о котором мы говорили. Да? Они начали работать в этом направлении. И они преподнесли жупел этнического национализма и необязательности соблюдения иудейской религии. И это чудесно молодежь за собой повело. Так же, как молодежь на западных землях Российской империи и там, на Святой Земле. Хорошо, а куда они там уезжали или как это? Нет, просто они стали сионисты, стали создавать свои формирования всячески. Образовался политический сионизм. С этого момента стал недобро смотреть турецкий султан на это все дело. Герцель ездил к турецкому султану. Он хотел у него получить официальный, значит, мандат на то, чтобы это... Султан ему дал орден за то, что тот такой известный человек, но ничего Герцель у него не добился. Он сказал, будем основываться только на европейские державы. Ну, Герцель поначалу думал, конечно, о Германии, и его продолжатели, он умер в возрасте 44 лет в 1904 году. Совсем молодой. Вот. И на Англию. И, в общем-то, разделились европейские сионисты на партию таких, партию таких. Кто не победит, уже мы будем на коне по-любому. Подкатывались к Вильгельму, подкатывались к британцам. Британцы мыслили намного шире, чем Вильгельм. Так вот, есть интересный объект в Рошпине. Там приезжали, скажем, пару десятков семей из Румынии или из Российской империи, а у них с собой проводили раввина. Он будет резником, будет раввином, его будут содержать эти 20 семей. 20 семей содержать полностью еще одну семью. Можете себе представить степень религиозности этих людей, которые там поселялись.
Они ничего общего не имели с сионизмом. Это были глубоко религиозные люди. Так? И когда еще жили, поселенцы жили еще там, бог весть в каких лачугах, что где, были в центре каждого поселения построены громадные здоровые каменные синагоги, которые по сей день украшают такие города, как Ришон-ле-Цион, Зефрон-Яков, Петах-Тиква, та же Рош-Пина. Так, и вот в Рош-Пине, в этом, значит, громадном здании каменной синагоги, значит, табличка, история это и написано, в подвале находилась миква, которая работала до 30-х годов. Тут надо сказать два слова, что это. Это показывает нам весь этот процесс. То есть, что я хочу довести, да, что поселение, первое поселение, которое сионисты потом себе приписали и назвали первой Ильей, это не было досионистская Илья. Она не имела отношения к сионизму. Даже когда мы говорим, что она была досионистская, мы оскорбляем тех людей. Она не имела никакого отношения к сионизму вообще. Это иудеи, верующие, приезжали на Святую Землю. Потому что Святая Земля, да, каждый иудей считает Святую Землю своей родиной, духовной. А кто-то, кому очень важна религия и духовная жизнь, там поселялся. И в наше время тоже поселяется, но в наше время там такое государственное образование, что мама не горюет. Значит, есть иудейские законы семейной жизни, которые говорят, что после женского цикла супружеские отношения, значит, на время женского цикла происходит отдаление, на определенное количество дней, определенным образом, значит, отсчитываемым и выясняемым, и возобновляются супружеские отношения после погружения в микву. Называется твила, собственно, очищение, да, определенный водоем, в котором происходит очищение. Кстати сказать, понятие очищения в воде, его полностью восприняло христианство, то, что в славянских языках называется крещение, это как бы, ну, от слова, значит, крещение, христиане были. Но, скажем, уже слово в западноевропейских языках баптизм, собственно, а что значит? Это, ну, корень, который означает баня, да, в латинском языке. Это вода, водная процедура, так? И, собственно, то баптиза, это значит окунание в воде, да. И, собственно, название на арамейских языках Иоанна Крестителя, это название, которое звучит как окунающий. Окунающий, да. Окунающий. Вот, то есть ритуальное очищение в воде, так, для супружеских отношений. Каждая иудейская семья неукоснительно это соблюдает. Скажем, наши святые предки на этих землях, где в отличие от Ближнего Востока зима мама не горюет, да, ну понятно, старались в каждом еврейском поселении, значит, строилась женская баня, соответственно, при ней всегда была миква, водоем. Те, кто создали первые вот эти поселения, это были иудейские верующие люди. И что значит до 30-х годов функционировала миква? Это значит очень просто. Первое поколение, как приехали туда молодыми, крепкими парнями, молодые семьи, и они там всю жизнь прожили. Ну и по закону, так сказать, до биологического развития и угасания организма, соответственно, ровно до начала 30-х годов первое поколение и уживали эту микву, пока были живы эти женщины, и у них пока шел женский цикл. А детям сионисты, овладевшие, собственно, под британским протекторатом всем еврейским населением Палестины, довладевшие всей, так сказать, их общественной жизнью, детям уже предложили жупел сионизма, жупел этнического национализма вместо иудейской веры. 19 век иудеи в Палестине. Нету темы более замалчиваемой, более перевранной и более извращенной сионистской историографии. К сожалению, историю иудейского народа мало кто пишет, кроме сионистов. Особенно с тех пор, как, значит, увенчался сионистский проект созданием государства, которое сегодня существует на Святой Земле. Местами кто-то где-то. Тот, кто интересуется этой историей, надо просто вот непосредственно смотреть, что где. Как вы верно говорите, Александр Степанович,
без реальной информации оперативной мало что мы можем знать. Вот у меня лежит книжечка, не стал сейчас вести ее в Минск из Барани. Издана в 1889 году в Иерусалиме. Пишет видный хасидский раввин, который тогда там жил, он потомков Баал Шем Това, так. Путешествие из Иерусалима на гору Мирон, соответственно, где-то во второй половине 80-х годов 19 века. Выезжает целая кавалькада с сопровождающими, значит, там, ну, кто-то там помогает. Ну, минимально. В основном все чисто сами иерусалимские иудеи. Едут на осликах верхом, какие-то кони. Особо там не проскачешь даже и с повозкой. То есть нагружены на осликов все припасы, пускаются в путь. То, что в сегодняшней терминологии топографической израильской называется Гав-Гагар. То есть через вот это, значит, горы, ну, холмистые такие, невысокие горы или высокие холмы, которые пересекают с севера на юг, значит, центральную часть Святой Земли. Нету еще шоссе, нету сионистов. Никто еще не знает, что если встретил араба, он должен обязательно убить тебя, если ты еврей. Никто не знает, что если ты хороший еврей, держи наготове ружье и убей араба, когда он попал в прицел. Трюхают на осликах из Иерусалима на север. До самого Мирона, это на север Святой Земли, там где Цфат. Проезжают через города, которые пестрят в новостях. Проезжают через Рамаллу, проезжают через Шхем, проезжают через Дженин, въезжают в Галилею, проезжают через Пекиин. Во всех этих местах живут иудейские общины, небольшие. От нескольких семей до нескольких десятков семей. Там чудесное описание и пейзажа, и воздается хвала, никто не забыл о личной безопасности, воздается хвала какому-то там очередному правительству, какие-то там смены, немножко там растерки были между египетским султаном и турецким, и египетского уже вроде не было, и они там, типа вот сейчас вообще чудесно с точки зрения личной безопасности, полный порядок, последних там сколько-то лет царит порядок, до этого местами беспорядок, как в любом государстве, да. Но то, что как бы люди вообще совсем не боевые, на осликах трюхают, это даже чисто как бы не то, что там безопасности какой-то там с точки зрения криминала, даже медицинской не очень как бы беспечно в такое путешествие пускаться, да. То есть вообще полностью полная нирвана. На радостях от такой нирваны в плане личной безопасности пускается, значит, Ахсинов. До этого только там пару мужиков крепких соберутся где-то там с конями, с какими-то там охранниками, теми или другими, да. И уж там по дорогах на телегах уже намного дольше будет, чем ехать прямиком через Гав-Гагар на осликах. И подробное описание. Приехали в Киин, приехали в Шхем, где кладут их на ночлег, приносят одеяло, подушки, все самые, какие угощения, какие чудесные люди живут в каждом этом месте. Ну, то есть, это не жизнь, значит, вот иудейских семей, которые только, так сказать, смотрят, откуда сейчас пойдут там террористы, погромщики или кто-то. А жизнь вообще нирваны. Ну, не бывает нирваны в этом мире. Всюду есть воры, всюду есть бандиты, всюду есть всякие, да, в общем-то. Но вот этот быт, который он описывает, это полно. И пришли на Мирон, помолились, возвращаются в Иерусалим. Такова была картина. И эти люди были, конечно, коренным населением Святой Земли, несмотря на то, что кто-то из них родился не там, кто-то из них родился там, энное количество поколений до него поехали на Святую Землю. Потому что все понимали, что иудеи, да, имеют место быть на Святой Земле. Это очень важный момент, как бы, изначально. А смысл сионизма, он простой.
простой, не так, как многие, которые занимаются этим извне, или многие, которые кричат о том, что они сионисты, и члены сионистской партии. А он простой, до примитивности обеспечить существование и будущее еврейского народа вне религиозных рамок. Еврейский народ в религиозных рамках существовал 2000 лет. Вне религиозных рамок он не просуществует, если не будет основного инструмента для этого еврейского государства в том месте, где оно находится. Уберите это, нет смысла в Израиле. Тогда его не будет.